Добрый день, я приветствую всех зрителей нашего телеканала. Мы продолжаем наш эфир. Я Роман Спиридонов, и сегодня мы будем говорить об основных событиях в стране, в оккупированном Крыму и мире. И начнем мы с новости от человека, который называет себя президентом Беларуси, Александра Лукашенко. Он заявил о том, что в основе политики руководства Украины якобы лежит конфронтация. Он считает, что это несет дополнительную угрозу для Беларуси. Об этом он заявил во время совещания с руководством своих силовиков. Давайте послушаем, что сказал Лукашенко. Я собрал руководителей почти всех силовых структур, чтобы обсудить не только ситуацию на границе, но и что происходит вокруг Беларуси. Прежде всего, что касается политики Североатлантического блока НАТО. В этом контексте очень важно услышать вашу точку зрения о позиции братской нам Украины. Народ близкий, народ родной, но руководство Украины, проводя антинародный курс, взяло ориентацию конфронтации. Мы не говорим, куда они там, на запад, на восток идут, на юг. Неважно, это их дело определяться. Но в основе их политики лежит конфронтация. И для нас это дополнительная угроза, которую мы не имели ранее. А с нами на связи Дмитрий Васильев, политолог. Добрый день, приветствую вас. Добрый день, здравствуйте. Давайте попробуем поразмышлять о том, к чему вдруг Лукашенко сделал такой вот агрессивный, скажем так, выпад в нашу сторону. Есть ли какие-то предпосылки для этого? Ну, во-первых, есть внутренняя составляющая, на мой взгляд, для Лукашенко. Он пытается еще больше сузить рычаги управления у себя в руках, для того, чтобы все рычаги управления были у него внутри Беларуси. И, грубо говоря, не было никаких ростков в возможной оппозиции. Поэтому ради этого надо показать очень серьезную ситуацию как внутри Беларуси, так и на внешних границах, показать, что против Беларуси сгущаются тучи, ну и, соответственно, Беларусь нужно защищать от всех вражеских происков и от всех возможных границ, поскольку Россия не та страна, которую Беларусь может считать вражеской, ну, соответственно, все остальные страны, которые окружают Беларусь, должны быть врагами. И Украина как раз является одной из стран, которая граничит с Беларусью. И невзирая на то, как Лукашенко говорит, что это дружеский народ, ну, вроде как там в управлении страной есть те, кто может угрожать. Это с одной стороны, это внутренняя мотивация для Лукашенко. Вторая мотивация, это мое предположение, которая последние несколько дней начинает усиливаться, как такое внутреннее пока что предположение, у меня мало для этого информации, но оно заключается в следующем. Лукашенко сегодня очень удобные руки для выполнения задач, которые стоят в Кремле. Лукашенко понимает, что он Кремлю должен, и, соответственно, если из Кремля звучат какие-то задачи, они должны беспрекословно и моментально буквально выполняться. Поскольку Россия находится в состоянии гибридной войны с Украиной, в очаги этого конфликта нужно, во-первых, они должны постоянно быть, они должны тлеть, либо же разгорать, во-вторых, должны появляться новые очаги. И если мое предположение правильно, к сожалению, Беларусь может быть тем новым очагом, которое может быть очередным местом, очередной локализацией для такой гибридной войны с Украиной от России, Российской Федерации, но уже через Беларусь. Что вы имеете в виду? В Беларуси есть достаточно большое количество скопления российских войск. Беларусь имеет границу с Украиной больше, чем 1 миллион километров. Извините, 1000 километров. Беларусь, очевидно, что сегодня находится в том состоянии, когда и так лидер Беларуси воспринимается как нелегитимный лидер. Поэтому этот лидер может себе позволять что угодно. И если он скажет о том, что Украина начинает какие-то вражеские действия,
он может принять какое-то решение защищать Беларусь, например, военным методом на границе с Украиной. Это раз. Второе, то, что произошло с руководителем Белорусского дома в Украине, в Киеве, это также возможная часть той идеи, которая есть, возможно есть, да, это предположение у Российской Федерации как часть гибридной войны для того, чтобы эскалировать отношения между Беларусью и Украиной. С какой целью для России, понятно. Россия хочет возобновить Российскую империю. Кстати, с гибелью Шишова есть разные версии. Одна из них о том, что это месть к Белоруссии, вернее, режима Лукашенко, а вторая о том, что это может быть российской провокацией против Лукашенко, чтобы подставить его еще под больший удар, получить большее влияние на него. Вот вы к какой версии больше придерживаетесь? Или у вас есть своя? Вы знаете, у меня нет четкой версии. Пока нет результатов хоть какого-то следствия, сложно о чем-то говорить. Но мне кажется, что всегда есть какая-то комбинация мотивов того или иного преступления, а учитывая, что то, что мы сейчас с вами обсуждали, геополитическое расположение Беларуси, Беларусь может быть и ее нелегитимный лидер могут быть очень полезным инструментом для Российской Федерации для реализации своих планов и стратегий ведения гибридной войны. Кстати, в логику ваших слов, наверное, укладывается, кстати, и решение Лукашенко закрыть каждый метр белорусской границы. Давайте послушаем, что он об этом сказал. Он об этом решении сегодня на совещании по вопросам ситуации на границе говорил. С сегодняшнего дня ни одна нога на территории Беларуси с сопредельной стороны, будь то с юга или с запада, ступить не должна. Закройте каждый метр границы. Мы не зря вкладывали колоссальные средства в пограничные войска, в наши вообще силовые структуры. Как всегда, ведь логика диктатора заключается в том, чтобы заявить, а сделать наоборот. То есть, когда он говорит, что мы закрываем границы, то есть как раз можно и, наверное, ожидать той угрозы, о которой вы говорите. Да. Но опять же, если мы рассматриваем версию как раз внешнеполитическую, причем которая управляется не из Минска, а из Москвы. Но мы не должны убирать версию, которую мы первую обсуждали. Это внутренняя версия, да? Поскольку сегодня Беларусь действительно находится в достаточно серьезной изоляции политической, поскольку Лукашенко не считает легитимным лидером Беларуси в большинстве цивилизованных стран мира, в том числе в странах-соседях, и Европейского Союза в том числе, в силу того, что Лукашенко совершил большую ошибку, посадив в Минске или в Беларуси самолет, который летел через Беларусь с одним из основателей Нехты, по сути, поставила Лукашенко перед очень серьезным экономическим вызовом в силу того, что против него определенных руководителей Беларуси и страны ввели очень жесткие санкции, в том числе против Белавиа. А поскольку Беларусь находится в такой жесткой изоляции санкционной, соответственно, у Беларуси возникают очень большие экономические сложности, да и проблемы. А если так, то, соответственно, белорусскому лидеру для, по сути, того, чтобы объяснить белорусскому народу, в чем проблема, приходится брать ту или иную, такую жесткую версию, которую он придумывает и распространяет среди своего народа. То есть он говорит о том, что враги вокруг, они хотят гибели Беларуси, соответственно, мы должны защищаться. И в ситуации, когда есть много страха, врагов вокруг, очень легко именно через эту причину объяснить, почему в Беларуси очень плохо с деньгами и с экономикой. Поэтому я бы не исключал и внутреннюю версию, свою какую-то стратегию или тактику Лукашенко, которую он сейчас использует
для того, чтобы ну, как-то объяснить белорусам, почему все плохо с экономикой. Как вы оцениваете, насколько он уже увяз в Российской Федерации, скажем так, в зависимости от нее? Ведь были еще недавно прогнозы перед его поездками в Москву, что вот он поедет и Путин там объявит о едином государстве, об объединении каком-то, но этого не произошло. Да, вот, да. Более того, перед выборами в президента Беларуси, которые, ну, как мы понимаем, были абсолютно грубо фальсифицированы, было очень много предположений о том, что на самом деле в Кремле приняли решение избрать другого президента Беларуси. И эти предположения, они завязывались как раз на тех политических лидерах, которые так или иначе экономически серьезно связаны с Москвой или с российской экономикой. Более того, даже были предположения, что очевидные белорусские оппозиционеры в том числе могут быть намного более тесно связаны с Российской Федерацией, чем это может представляться. Но, как мы видим, ситуация пошла не по этому сценарию, который очень активно распространялся на нашем информационном поле, да и в российском тоже. И, соответственно, это говорит о том, что все-таки на Лукашенко делают ставку. Более того, Лукашенко сегодня абсолютно выгоден для Кремля, потому что он становится еще больше должен. Недавно получил $1,5 миллиарда долларов от России, российского кредита. Очень много завязок есть в энергоносителях с Российской Федерацией. Ну, по сути, Россия – это единственная страна, которая признала Лукашенко президентом Беларуси. Ну и, соответственно, взамен Лукашенко должен что-то давать обратно. Россия, Российской Федерации. Мы понимаем, что Лукашенко очень яркий и умелый манипулятор. И я думаю, что он очень удобный ни для Путина, ни для Российской Федерации, ни для Кремля, поскольку раз делал очень правильное заявление с точки зрения объединения Российской Федерации и Беларуси в единое государство, но потом принимал какие-то решения, которые затягивали этот процесс. И очевидно, что изначально у Лукашенко была четкая идея в этом объединенном государстве получить главный пост, то есть президента всего этого объединенного государства. Поэтому Лукашенко, с одной стороны, еще больше должен Кремлю и, наверное, лично Путину, но с другой стороны он остается быть собой. То есть Лукашенко, который все равно остается большим манипулятором и все равно будет говорить одно, а делать другое, и часто вразрез интересам тех, кто его поддержал, а это Российская Федерация и Кремль. Ну, ведь, как мне кажется, ему бы не очень хотелось раствориться, да, в Российской империи. Как вы сами говорите, он бы хотел, наверное, возглавить это объединение, наоборот. Вот насколько его хватит, насколько хватит у него ресурсов сопротивляться поглощению России? Я думаю, что с его состоянием здоровья он готов бороться еще 10 лет, как минимум, а то и больше. Запала у него хватает. Но опять же, как будет разворачиваться геополитическая обстановка, что будет с Российской Федерацией, что будет с Россией, как будет, возможно, даже меняться власть в России, кто знает, есть много разных версий по этому поводу. Все зависит от очень многих факторов. В том числе, кстати говоря, от фактора тех вот новостей, которые мы слышим каждый день, то с пожарами, то с наводнениями, то с цунами и так дальше. Климат и климатические условия мира меняются. Это будет очень сильно влиять на экономику. Поэтому здесь очень много факторов, которые сегодня вроде как на поверхности, но вот их комбинация этих факторов, она может критически менять ситуацию буквально моментально и абсолютно в неожиданные моменты. Давайте еще попробуем проанализировать, потому что всегда интересно, наверное, разбирать такие личности диктаторов, да, вот какими движут мотивы и почему так все происходит.
Придя к власти, Лукашенко же прославился тем, что по стране прогремели политические убийства, ну, скажем, даже не убийства, а исчезновения оппозиционных политиков. Исчезали там глава и Центра избиркома, МВД. Он со временем этот имидж как-то сумел превратить, изменить и превратиться в такого добродушного директора колхоза, такого хозяйственного батьку, который там вот, ну, диктатор, но такой, который вот хозяйственный, там в Беларуси порядок, чистота и все ухожено. А тут он сбросил уже все свои маски и показал свое истинное лицо. Это потому, что вот он не смог самостоятельно справиться с протестами, и теперь он зависит от России? Или вот что побудило его проявить себя? Да, я думаю, что он проявил себя намного раньше, еще до того, как Европа в нем заинтересовалась и начала постепенно снимать санкции. Мы же ведь помним, что и на предыдущих выборах, когда Беларусь была в очень серьезных санкционных списках, и сам Лукашенко, его называли последним диктатором Европы, намного ранее событий прошлого года и нынешней ситуации. Мне кажется, Лукашенко просто остается самим собой. Мне кажется, что у него есть четкое понимание, что он при его жизни единственный лидер Беларуси, единственный возможный лидер Беларуси. И он эту позицию будет реализовывать всеми теми методами, которые доступны вот на этом историческом этапе. Когда он был под санкциями, он четко понимал, что все равно есть экономическое взаимодействие с разными странами, есть налаженная экономика. Вот, и он давил оппозицию. То есть мы слышали те страшные истории, которые мы слышали из Беларуси. Потом, когда ситуация начала меняться, и белорусский лидер увидел, что есть вариант снятия санкций за счет того, чтобы на фоне той же Российской Федерации после откровенных оккупаций Крыма и агрессии на Донбассе, можно показать себя как страна-медиатор. Появился Минск, как страна, которая может принимать те же самые самолеты, летящие из Москвы в Киев, например, или обратно, через Минск, как страна, которая может продавать России как бы французские креветки или там сыры французские, которые были запрещены в России, ну и так дальше. Он просто человек, который нацелен на две вещи. Первое, на абсолютную власть, и он понимает, что это возможно только в Беларуси, либо же в том объединенном государстве с Российской Федерацией. Именно почему он согласился подписать документы, когда были подписаны документы об объединенном государстве. И второй интерес – это деньги, это экономика, соответственно, управление всеми потоками. Поэтому, когда он видел, что потоки можно расширить, он сыграл в такого более цивилизованного диктатора. Даже не диктатора, а просто цивилизованного лидера Беларуси. Потом, когда ситуация начала резко меняться, и на выборах он понял, что он проиграл, все, он вернулся к своему обычному образу. И даже экономический интерес перестал быть главным. Он отошел на задний план. Для него главная задача остаться абсолютным лидером, точнее, абсолютным диктатором. Вот теперь в связи с его последними заявлениями, хотя и так это уже было, наверное, сложно, прогнозировать работу Минской группы, что теперь будет с Минском? Не стоит забывать, что лидер от украинской стороны находится в тяжелом состоянии. Учитывая это, к сожалению, нам придется какое-то время держать этот процесс на паузе. Второе, все-таки есть новый лидер от ОБСЕ, представитель, точнее, от ОБСЕ в трехконтактной группе, который сделал достаточно серьезные заявления, не понравившиеся Российской Федерации. Учитывая такую позицию ОБСЕ и ее представителя в трехсторонней контактной группе, я думаю, что Россия как раз будет пользоваться ситуацией и пробовать держать еще более длинную паузу работы этой группы, потому что они недовольны
вот финном, который сегодня занял эту позицию. Поэтому я думаю, что будет такая затяжная пауза, учитывая еще геополитические обстоятельства, связанные с Беларусью, всеми санкциями, которые есть против и Лукашенко, и Беларуси. И очевидно, что все понимают, что с одной стороны есть Минск как площадка для урегулирования конфликта на Донбассе, а с другой стороны все понимают, что название площадки сегодня есть абсолютно некомфортное для всех сторон и не совсем правильное с точки зрения и геополитической обстановки, и тех санкций, которые сегодня реализуются против Беларуси и ее непризнанного руководителя. А есть ли какие-то альтернативные варианты Минску? Географические, я имею в виду. И президент Зеленский заявлял, и мы слышали несколько сигналов от наших американских партнеров о том, что эта группа может расширяться, нормандский формат может расширяться, да? Точнее, представителями Америки и Великой Британии. Если так, если будут изменения вот в этом формате, то я не исключаю, что он может инициировать и какую-то новую платформу для вот ведения переговоров на более таком неполитическом уровне, да, для урегулирования конфликта. Поэтому надо посмотреть, как будет развиваться идея расширения нормандского формата. Если это будет происходить на наших глазах, я думаю, что и эта новая группа сможет, этот новый формат сможет принять решение и по платформе для гуманитарного урегулирования и военного урегулирования конфликта, который есть на Донбассе. Ну вот какая бы территория, какая бы страна устроила бы Россию? Вот понятно, что Минск им был очень удобен, и мы с этим тоже соглашались. Ну, до поры до времени это тоже было удобно. Где сейчас? Я думаю, единственная страна, которая сегодня может быть комфортна для России, это, скорее всего, это Казахстан, Астана, как платформа и площадка, потому что это то постсоветское пространство, на которое претендует Российская Федерация. Это та страна, в которой есть очень тесные контакты на уровне руководства, и, соответственно, я думаю, что для России это были бы очень выгодные условия. Если говорить вообще о обозримом будущем этого всего процесса, уже, по-моему, сказано 1000 раз, что это как бы тупиковый формат, но мы вокруг него вертимся, Россия от него не отступает. Вот что в этой ситуации? Есть ли какой-то выход? Ну вот вы уже сказали о расширении, да, этого формата нормандского. Да. Ну, мы говорим о нормандском формате, да, потому что это высокоуровневый политический формат лидеров стран, который призван действительно к тому, чтобы решить конфликт, урегулировать этот конфликт. Очевидно, что Россия продолжит использовать этот формат для того, чтобы показать и подчеркивать, что это внутриполитический конфликт Украины, будет подчеркивать, что Россия, как страна, которая инициировала Организацию Объединенных Наций, это страна-миротворец, поэтому она в этом формате для того, чтобы смедировать урегулирование этого конфликта, она будет очень активно это использовать в медийной сфере, в том числе в западных странах, для того, чтобы и в тех странах, лидеры которых присутствуют в этом формате, для того, чтобы показать, что проблемы Украины в том, что это страна, которая не может существовать как отдельное государство, что именно поэтому Россия пытается помочь, России не чужд народ, наоборот, она беспокоится об этом народе, и вообще, если бы она взяла правильное административное управление процессами, то все бы наладилось. Россия будет исходить из этой позиции, она будет делать все возможное для того, чтобы этот формат работал долго, как можно дольше, и не решал проблемы, которые существуют на Донбассе.
Давайте поговорим еще об одном формате, о крымской платформе, которая планируется на 23 августа. А вот уже завтра в Киеве начнется учредительный форум экспертной сети этой крымской платформы. Его откроет первый заместитель министра иностранных дел Украины имени Джипар. И указывается, что на форуме также примут участие представители посольств, национальные и международные эксперты. Вот давайте послушаем краткую информацию по этой платформе сейчас. Мы можем это сделать? Да. Ну, хорошо. Вот, в общем, мы можем обойтись и без цитаты. Давайте поговорим о, собственно, перспективах. Около 30 стран, если я не ошибаюсь сейчас по памяти, уже заявили о своем участии. Как вы оцениваете шансы этого формата? Ну, я считаю, что это действительно очень правильный формат. Это достаточно хорошая, креативная идея украинского руководства. Мы видим, что действительно в силу того, что, по-моему, 31 страна поддержала Украину в этом формате и стали участниками формата, причем на очень высоком уровне. И это то, что реально беспокоит сегодня Российскую Федерацию и лично Путина. Потому что тема Крыма не уходит с радаров. Благодаря такому формату тема Крыма будет звучать на высокоуровневом, точнее на высоком уровне, будет звучать регулярно и постоянно в информационном пространстве как Украины, так и вынужденной Российской Федерации и той 31 страны, я так понимаю, что формат будет расширяться и больше стран, в него войдут вот тех стран, где лидеры которых будут принимать участие в этом формате. И для Российской Федерации это проблема, потому что основная коннотация будет говорить о том, что Россия оккупант, и придет время, когда Российская Федерация ничего не будет оставаться делать, как эту территорию отдать обратно в юрисдикцию Украины. Вы так оптимистично настроены? Ну, это вопрос времени. Понятно, что немало воды утечет, которая сегодня актуальна для Крыма и для Российской Федерации. Немало лет, точнее, пройдет. Возможно, даже сменится поколение. Но это логика исторического процесса. Оккупационные территории будут сданы. Если в исторической логике, то, конечно, оптимизм не стоит терять. Но нет ли опасности, что эта платформа, где должны быть подписаны договоры о намерениях, о видении своей ситуации, превратится по результату в Будапештский меморандум, который вроде бы как бы есть, но который никто не выполняет? Будапештский меморандум – это всего лишь один документ, подписанный в результате встреч, совещаний и договоренностей сторон, который, по сути, перестал существовать после подписания этого документа и стал историей. Если мы говорим о платформе, то это регулярно действующее событие, которое будет постоянно иметь какие-то новые свои стороны инициативы. Стороны имеется в виду события в рамках этой платформы. Это долгосрочный процесс, регулярный, с привлечением лидеров стран, высокого руководства стран. И это действительно тот инструмент, который будет очень серьезно влиять на информационную повестку дня и в Украине, и в многих странах мира, и в том числе и в Российской Федерации. Поэтому Будапештский меморандум это точно не станет. И это будет действительно та платформа, которая намного более серьезно будет влиять на процессы принятия решений с выгодой для Украины, чем Будапештский меморандум, который мы можем вспоминать в историческом ракурсе. Ну, почему у меня просто такой небольшой скепсис появился? Он вызван вчерашним заявлением имени Джипар, заместителя министра иностранных дел Украины, о том, что в Украине нет денег на ежегодное проведение этого саммита, и что, скорее всего, мы будем искать возможности его проводить на каких-то полях Генеральной Ассамблеи ООН. То есть давайте сейчас послушаем, что сказала имени Джипар.
Президент дуже хоче, щоб цей формат був щорічним. Ясно, що такого ресурсу, такого рівня і масштабу заходи робити щорічно не є можливим. Але ми будемо думати, як і куди паркувати Кримську платформу. Можливо, це буде високий сегмент в рамках ООН щовересня. Тому будемо думати над форматами. Вот это наоборот плюс, потому что мы будем там на высоких полях Генеральной Ассамблеи, или наоборот минус, что мы не сможем? Плюс. Нет, конечно, плюс. Ну, слушайте, Генеральная Ассамблея ООН, любое событие в рамках Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке собирает лидеров стран, лидеров правительств, высокое руководство разных стран. И если действительно, как Эминэ говорит, можно парковать эту платформу в рамках такого большого события, где и так собирается политическое руководство разных стран, это очень хороший инструментарий, это очень хороший вариант. И если Организация Объединенных Наций все-таки, в том числе платформа, которая создавалась как миротворческая инициатива, сможет быть в том числе и местом, где может, по словам, опять же, Эминэ Джапаровой, парковаться крымская платформа, мне кажется, это очень хороший вариант. Но я считаю, что не только Организация Объединенных Наций может быть такой парковкой, выражаясь термином Эминэ Джапаровой. Я думаю, что здесь могут быть и другие интересные креативные решения, которые требуют серьезных переговоров украинского политического руководства с лидерами западного мира, да, ключевых стран. И смотреть, какие еще площадки можно использовать для проведения крымской платформы, либо же, возможно, генерировать отдельный фонд с просьбой о помощи ключевых стран мира как донорской помощи для организации проведения таких платформ по заданному плану и четко сформулированному бюджету. Я думаю, что здесь надо быть достаточно креативными и инновационными для того, чтобы предлагать то, что выгодно Украине с одной стороны, но искать где-то выгода, которая может быть выгодой и высокого политического руководства других стран, принимающими решения о финансовой, в том числе, помощи для реализации таких платформ. Благодарю вас за то, что подключились к нашему эфиру и за ваши комментарии. Благодарю вас. Дмитрий Васильев был с нами на связи, политолог. А сейчас мы к нашему разговору подключаем Георгия Тука, заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий с 2014 по 2019 год. Добрый день, я приветствую вас. День добрый. Президент Владимир Зеленский, давая интервью, заявил, вернее, точнее, призвал жителей временно оккупированного Донбасса, которые чувствуют себя гражданами России, искать себе жилье в России, потому что эта территория будет деоккупирована, сказал президент. Вот давайте послушаем, что сказал Владимир Зеленский. Я вважаю, якщо ти живеш на території окупованого Донбасу, та якщо ти вважаєш, що наша справа права нам в Росію, ми росіяни, велика помилка залишатися жити на Донбасі. Заради своїх дітей та онуків вже потрібно їхати шукати собі місце в Російській Федерації. Без України на цій території цивілізації не буде. Якщо ти відчуваєш себе українцем і поважаєш прапор України, поважаєш українську мову, навіть якщо тебе не вчили в школі, сам почитуй книжки. Якщо ти відчуваєш, що ти українець, будь там, ця земля буде деокупована. Ну вот одно дело, когда говорят россиянам, понаехавшим на оккупированной территории, что вас не должно быть на нашей земле. Но когда гражданам Украины, которые, может быть, даже и настроены против, предлагают им покинуть страну, вот насколько это правильный и государственный подход? С моей точки зрения, это заявление, оно неуместно из уст президента страны. Почему? Независимо от того, какую бы фамилию он ни носил. Ну, как минимум, если исходить из того, что это заявление адресовано жителям временно оккупированных территорий Донбасса, то такого рода заявления, они исключительно только повышают уровень сопротивляемости тех людей, которые проживают на оккупированной части Донбасса и уже получили российские паспорта или планируют это сделать в ближайшем будущем.
То есть такими фактически своими заявлениями Зеленский, наоборот, увеличивает степень отторжения этими людьми процесса деоккупации. Абсолютно понятно, что это заявление будет широко освещено и в российских пропагандистских средствах массовой информации, и в тех средствах массовой информации, которые функционируют, несомненно, на самой оккупированной территории. Ну, да, кстати, вот я вас перебью на секундочку. Есть реакция депутата Госдумы Петра Толстого. Он отреагировал на слова президента Украины Владимира Зеленского. Вот давайте послушаем. Большая ошибка людям оставаться жить в Украине, если они вот так хотят в Европу. Ну, конечно, я не про то, что кто-то кого-то куда-то выгоняет. Я просто хочу, чтобы всем это было понятно. Украина в нынешнем виде, в оккупированном, в отрезанном от России, не имеет никаких перспектив. Ну вот, я даже не знаю, как это соотносится с словами Зеленского, но это он просто считает, что Украина никогда не войдет ни в ЕС, ни в НАТО. То есть там такая идет политика навязывания нарративов о том, что Украины вообще не существует. Что мы можем этому противопоставить? И нужно ли вообще нам бороться с российскими нарративами или идти там своим путем? Ну, вне всякого сомнения, нужно, конечно, потому что эти тезисы, они влияют на точку зрения не только жителей оккупированных территорий, но и тех людей, которые проживают на контролируемой центральной властью территории. Я думаю, не составляет большого секрета, в том числе для президента Зеленского, что и среди граждан Украины, проживающих на контролируемой территории, есть такие люди, которые имеют как минимум 2, а то и 3 паспорта, кроме паспортов Украины. Поэтому делать такие заявления, скажу откровенно, оно было, с моей точки зрения, достаточно неожиданным. И исходя из политического анализа, у меня складывается впечатление, что это заявление было сделано абсолютно не в адрес людей, проживающих на оккупированных территориях, а скорее для граждан, проживающих на контролируемой территории. Оно ложится в контекст реформирования образа Зеленского из образа такого малоросса, какая разница, в образ украинского патриота. Мне хочется верить, что среди патриотически настроенных граждан достаточно много умных людей, которые понимают, что смена риторики абсолютно не означает смены внутреннего мира человека. А почему так критично относитесь? Неужели нет сегодняшних каких-то решений и действий, в том числе и президентской вертикали, по восстановлению и субъектности, по наращиванию субъектности Украины и о шагах по деоккупации, связанных с российской агрессией? Я, например, позитивных никаких моментов не наблюдаю. Только что вы говорили о грядущем форуме под названием «Крымская платформа». Но я с первых дней отношусь к этой идее с таким осторожным оптимизмом. Считаю, в принципе, ее полезной. Но насколько она будет удачно реализована, у меня есть большие сомнения, потому что я до сих пор не услышал от представителей власти, какова конечная цель данного мероприятия. И я испытываю большие опасения, что оно превратится в очередной просто болтологический съезд, который сойдет на нет буквально через пару дней после его официального завершения. Я пока не видел никаких продуктивных идей. Украина не предложила, кроме повестки дня, которую озвучил Кулеба из 3 пунктов, не предложила никаких своих видений, своих решений. А я рассчитывал с самого начала, что создание этой платформы, оно будет иметь конечную цель, это консолидация мирового сообщества для увеличения сопротивления Российской Федерации в ее агрессивных действиях. Но ведь как раз этот саммит и предполагает консолидацию. Предполагается подписание договоров о совместных намерениях, о видении этой ситуации и о подтверждении, скажем так, непризнания оккупации России Крыма. Я думаю, что я не открою большую тайну, если скажу, что ряд стран
которые будут принимать участие в этом форуме, которые с 2014 года на официальном уровне заявляют о том, что они не признают Крым как часть Российской Федерации. Тем не менее, они, их компания, во всяком случае, продолжают вести полулегальный или нелегальный бизнес, вопреки всем санкционным механизмам. И довольно-таки часто вот такие действия, они покрываются официальными властями этих государств. Поэтому я понимаю, что во время первой встречи в таком широком формате подписывать какие-то конкретные документы вряд ли выйдет. Но если все ограничится какими-то просто заявлениями или меморандумами, которые не несут никакой ответственности в дальнейшем, никакой, к сожалению, у меня есть определенный скепсис, что это очень быстро может превратиться просто на, извините, Будапештский меморандум номер. Мы, кстати, только что говорили об этом сравнении с Дмитрием Васильевым, политологом. Он категорически не согласен с этим, потому что все-таки есть большое отличие и, собственно, и по формату, и по сути. И вот и все-таки и есть же идея перенести этот саммит на поля Генеральной Ассамблеи ООН и уже на том высоком уровне продолжать работу на этой платформе. Сама по себе идея, она достаточно привлекательная, но опять-таки возникает много вопросов с точки зрения успешности реализации такого подхода. Я не профессиональный дипломат, поэтому мне тяжело оценить возможность и вероятность подобного сценария. Но, по крайней мере, выглядит это достаточно привлекательно. Удастся ли это реализовать и, опять-таки, на каком уровне? Этот вопрос остается открытым. Можно ко всему относиться скептически, даже к резолюциям Генеральной Ассамблеи ООН, которые принимаются ежегодно по оккупированному Крыму. Но ведь, наверное, просто так устроена реальная политика. На сегодняшний день просто нет прямых каких-то механизмов, способных вот прямо сегодня и завтра решить эту проблему. Увы, абсолютно вынужден с вами согласиться. Более того, у меня есть стойкое убеждение, что если обобщать ситуацию, то такого кризиса в общечеловеческом измерении, я имею в виду кризиса в вопросах безопасности, какой наблюдается сейчас, с моей точки зрения, человечество не испытывало после известной Ялтинской конференции. Неимоверно возросло количество нарушений, взятых на себя обязательств со стороны различных государств. Фактически не работает эффективно и должным образом механизм Совета Безопасности Организации Объединенных Наций. Это не только мое мнение, об этом уже говорят открыто во многих странах, в том числе. К сожалению, предложить некую альтернативу очень сложно, да и, наверное, на данном этапе развития невозможно. Благодарю вас за то, что были с нами на связи. Георгий Тука, заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий с 2014 по 2019 год. А сейчас с нами на связи политолог Богдан Петренко. Я приветствую вас. Витаю. Сегодня мы обсуждаем заявление человека, который называет себя президентом Беларуси, Александра Лукашенко, где он назвал Украину одной из стран, от которой им будет исходить угроза, и приказал закрыть каждый километр границы, чтобы никто через нее не проскочил. О чем это говорит? О том, что этот режим уже вот весь ушел в себя, вот он выставил наружу свои штыки и будет там сам себя медленно съедать? Или это может говорить о том, что там готовится почва для того, чтобы можно было Беларусь использовать как плацдарм
очередной там гибридной, негибридной агрессии против Украины? Ну, я думаю, що це питання заяви варто розглядати з декількох поглядів. По-перше, звичайно, це Білорусь все-таки копіює Російську Федерацію тут у цьому випадку. Тобто йдеться про те, що Білорусь створює, знаєте, такий для білорусів режим осажденої крепості, де фактично цей режим самого Лукашенка, він виправдовується зовнішніми якимись загрозами. Ну, фактично те саме, що відбувається в Російській Федерації, де давайте заберемо зовнішні загрози для Російської Федерації і фактично сама Російська Федерація розвалиться. Я думаю, що це зосередження уваги білорусів на цих зовнішніх проблемах, на зовнішніх ризиках, на якихось там ворогах, які намагатимуться їх переслідувати, для того, щоб відвернути увагу від внутрішніх проблем, які існують насамперед в самій Білорусі, і в тому числі ті, що стосуються не зовсім легітимного Лукашенка. Це по-перше. По-друге, звичайно, я тут чітко погоджуюся з вами, це можливо підготовка якраз плацдарму для того, щоб, скажімо так, для хейтерства з боку Білорусі в сторону України і для заведення в Білорусі, можливо, я не виключаю, а і навіть сам Лукашенко про це говорив, посилення в Білорусі російських військ. Тобто я розглядаю, що все-таки ця заява може мати своїм наслідком, може мати ризиком для України насамперед, те, що нас загрози збільшаться на відстань російського кордону, на відстань білоруського кордону. Тобто нам необхідно буде захищати не лише зі сходу, а і з півночі. І відповідно маємо розуміти, що ми маємо зосереджувати свою безпеку і на ту сторону. Ще один момент, на який би я хотів звернути увагу, власне, мабуть, така ремарка. Все-таки, мабуть, після вбивства цього Шова, все-таки, мабуть, хотілося, щоб, може, Лукашенко, коли закриє кордон, то хай він закриває їх з обох боків, щоб сюди не потрапляли диверсійні групи, які, я так розумію, потрапляють з боку Білорусі. І неважливо, чи це будуть групи чи російські, чи білоруські безпосередньо, але я думаю, що мета у них спільна, і мені здається, що було б все-таки нам би вигідно, щоб він закрив виходи через ліси, і ми мали б менше загроз для України з боку Білорусі, бо на сьогоднішній момент, скільки там Лукашенко не говорив про тонни зброї, які везуться в тому числі з України чи через Україну, те, що він сказав, все-таки ризики існують і для України, і ми це побачили буквально вже на цьому тижні. Ну, давайте проговорим про эти риски. Что это может быть? Ну, насамперед, проходження російських диверсійних груп на території України і з метою, умовно кажучи, фізичного знищення як білоруських активістів, які проживають в Україні, так і російських активістів, які проживають в Україні, і українських активістів, які несуть загрозу для точніше, які несуть спротив, як ведуть активний спротив проти російської окупації. Тобто ми ж пам'ятаємо ці справи, коли підривали українських контррозвідників і в Києві, і в Маріуполі. Це по-перше. Друге, звичайно, це може бути спрямовано на розхитування ситуації. Ну, але, власне, я б не говорив би, що це не занадто великі такі ризики, бо я все-таки схиляюся до варіанту, який Росія переслідувала вже фактично з моменту початку окупації України з 2014 року, коли вона використовує як виконавців саме українських громадян, як виконавців всяких диверсійних актів, всяких актів для вбивств, українських громадян або власне українських громадян, які проживають чи то на контрольованій території, чи громадян, які проживають в Криму, чи проживають на території окупованого Донбасу. Тому більші ризики я бачу для цього. Не стільки для переведення якихось там дійсно диверсійних груп, хоча і в цьому певні все-таки ризики є, бо я гадаю, що лавочка запасних для Російської Федерації, вона все-таки колись обмежиться і доведеться використовувати власні сили, на які, я думаю, що росіяни більше покладаються, ніж на сили, умовно кажучи, проросійських громадян України. А насколько могут быть интегрированы российские спецслужбы с белорусскими? Я думаю, що цілком. Це залежить від волі самого Лукашенка і від бажання Путіна, в принципі, інтегруватися з білоруськими службами. Бо, знаєте, якщо ми досить часто говоримо про інтеграцію Росії і Білорусі, але забуваємо про те, що, наприклад, Путін досить активно використовує Білорусь саме для того, щоб відвернути від себе увагу. І я думаю, що вона на даний момент йому вигідна. Ми на сьогоднішній момент бачимо, що
Лукашенко використовується фактично як ворог номер один, ну майже вже набуває статусу ворога номер один для Європейського Союзу, що Лукашенка, що санкції посиляться саме для Лукашенка. І на превеликий жаль, Європейському Союзу дійсно вигідно проводити санкції саме до Лукашенка і посилювати протистояння проти Лукашенка, ніж, умовно кажучи, вести протистояння з такою величезною країною, з величезним ринком, як Росія. Я думаю, що дуже багато політиків європейських, вони з задоволенням сприйняли те, що Лукашенко переступив, скажімо так, Путіна в певній демонізації. І, ну, на превеликий жаль, є такі моменти. Але от до чого я веду? Я веду до того, що от такої інтеграції повноцінної, умовно кажучи, там, як інтегруються федеральні всякі суб'єкти, да? Такої інтеграції швидше за все ще може не відбутися. Тому що на даний момент, от, доки не відбудеться певна стабілізація міжнародної ситуації саме для Російської Федерації, Путіну вигідно тримати Білорусь як окремий, як умовно кажучи, окремий суб'єкт, який буде дратувати Європейський Союз і таким чином відвертати від себе увагу. І в цьому контексті от така інтеграція, вона все-таки буде грати проти цих інтересів Російської Федерації, хоча я не виключаю, що в принципі вказівки Російська Федерація може давати вже і на сьогоднішній момент. І якщо ми говоримо, наприклад, про інтеграцію військових чи спецслужб, то тут я думаю, що може відбутися таке, як і відбувається в ЛНР і ДНР, де Путін фактично повністю контролює всю ситуацію. І мені здається, що може і з Білорусі таке бути, бо де-факто, на сьогоднішній момент Путін використовує Білорусь саме такий, як ДНР от для України існує, да, такий подразник ДНР-ЛНР. От так само Білорусь він використовує для Європейського Союзу, при тому, що Білорусь звичайно має певну суб'єктність, на відміну від ДНР і ЛНР. Тобто, з одного боку, да, я думаю, що певна інтеграція вона відбуватиметься, а з іншого боку, такі формальна незалежність Білорусі, вона зберігатиметься до того часу, доки не відбудеться стабілізація стосунків Європейського Союзу, ну і, умовно кажучи, колективного заходу з Російською Федерацією. Благодарю вас за ваше мнение, за то, что подключились к нашему разговору. Богдан Петренко, политолог, был с нами на связи. Мы говорили о ситуации взаимоотношений Украины с Белоруссией и о возможных угрозах, связанных с обострением этих отношений. Мое время в эфире подошло к концу. Подписывайтесь на наш YouTube-канал и на наш Patreon, чтобы видеть и знать больше. А буквально через несколько минут эфир программы «Бугунь» продолжит Гульсум Халилова. Спасибо, что были с нами.